Есть индустрия, связанная с производством этих детских продуктов питания. В качестве пользы этих детских продуктов производители пишут о том, что они, мол, более тщательно контролируются, да, и якобы хорошего качества. Туда входят продукты, мясо, овощи, фрукты там, и так далее и тому подобное. Я не буду слишком резко ставить это под сомнение, хотя мы стараемся, вот, допустим, мы нашему ребенку стараемся вообще по минимуму давать еду, которая продается в банках и в коробках в магазине, на которой написано «детская», потому что, судя по технологиям производства, скажем так, взрослой еды, вот, ничего хорошего в детской еде, ну, сложно что-то ожидать прям вот идеального и хорошего от детской еды, поэтому с ней я бы была очень аккуратна. Это касается детского питания, печенья, вот этих вот всех вещей. Я понимаю, что это очень удобно. И, конечно, в таких ситуациях, когда вот чем-то прям вот сильно надо покормить, да, ребенка, ну, мало ли, он голодный, вы где-то не дома, да, невозможно ничего приготовить, конечно, можно дать что-то такое для перекуса, да, чтобы ребенок не испытывал чувство голода, чтобы ему было хорошо. Но вообще делать это регулярно, конечно, совсем не стоит. Молочные продукты. Если я правильно понимаю, то процесс производства творога, любого, включая детский творог, это вот не вот это вот естественное створаживание, да, молока, которое взяли цельное молоко, поставили его, в нем завелись молочно-кислые бактерии, или они туда были добавлены, значит, потом взяли, сварили, ну, как делают вот домашний творог. Это не совсем так, значит, молоко кипятится, потом оно створаживается, по-моему, хлористым кальцием, если я ничего не путаю. И, в общем, вызывает у меня сомнение, что этот творог прям можно безболезненно давать ребенку. Дети с сильным пищеварением переварят. У детей, у которых есть изначальная слабость пищеварения, все-таки не стала бы я давать вот детские продукты, включая детскую молочку и детское молоко, которое, как вы совершенно правильно сказали, вызывает у меня аналогичные вопросы, почему оно хранится полгода без холодильника, когда деревенское молоко, то есть цельное там из-под коровы, хранится даже в холодильнике 4-5 дней максимум. Вот. Единственное, что вот тибетская медицина не обсуждает два наших традиционных супа, это щи и борщ. Дело в том, что вообще, чтобы понимать, тибетцы живут на высоте выше 2000 метров. У них многих микроорганизмов, которые есть у нас, нету. Для того, чтобы у них что-то забродило, нам достаточно для этого поставить, что когда делаешь закваску под хлеб, смешиваешь муку и воду и ставишь ее просто в теплое место. Дрожжи, которые витают в воздухе у нас, они просто заквашивают ее без вмешательства человека. Тибетцы добавляют специальный гриб для того, чтобы сделать, допустим, там, брагу, да, или что-то вот заквасить. У нас есть некоторые виды продуктов, которые связаны, и блюд, которые связаны с брожением. Да? Вот щи и борщ. Вот они дозревают, я так понимаю, что через сутки после того, как были приготовлены. Все знают о том, что вкус борща и щей кислых меняется через сутки после приготовления. И вот эти супы можно есть не только в день их приготовления, но и, допустим, на следующий день. В отношении другой пищи тибетская медицина не рекомендует так поступать.